Добрый день, дорогие наши глядальцы, добрый день, дорогие наши зрители, добрый день, дорогие наши слушатели, добрый день, дорогие наши читатели. С вами снова портал Исток.Инфо, информационный портал. Мы снова с вами говорим о процедуре создания бизнеса, о процедуре регистрации предприятия в России, в Белоруссии и Сербии. Мы говорим поэтапно об этой процедуре, и прошлые две эмиссии мы говорили о договоре аренды, который вам необходимо иметь для вашего предприятия, там, где будет размещаться ваше предприятие, где оно будет регистрировано и где оно будет размещаться. Это могут быть разные вещи, это может одно и то же помещение, все зависит от вашего решения, но мы об этом уже говорили. Мы говорили о печати, которая очень важна для учредителя предприятия. И сегодня мы с вами закончим тему в общих чертах, которую мы обсуждаем о договоре аренды. И в следующий раз поговорим уже о банковском счете. Итак, заканчивая тему договора аренды, я бы хотела еще раз просто обобщить все сказанное ранее. Итак, договор аренды. Когда вы подписываете договор аренды для вашего предприятия, вам очень важно, чтобы другая сторона, подписывающая с вами договор, предоставляющая вам помещение, показала свои права, устанавливающие документы. Имеет ли право эта сторона подписывать договор, а располагает ли она в той мере, в которой требует закон, этой недвижимостью, этим имуществом, которое она собирается дать вам в аренду, и насколько все дальнейшие действия будут правомочны. Я уже говорила о том, что в нашей стране вся недвижимость делится на жилой фонд и нежилой фонд, и поэтому будьте очень внимательны, когда вы принимаете какую-то недвижимость в аренду, чтобы она была, согласно закону, либо переведена в нежилой фонд, если таковое прописано, или она была как-то в жилом фонде, но это должно быть оговорено в договоре аренды, о том, что возникают разные ситуации и как они будут решаться. Чем больше вы запишете в договор, чем больше вы просчитаете на несколько шагов вперед негативных ситуаций, наверное, тем лучше для вас. Потому что ситуации могут возникать самые разные. Мы не предполагаем в начале бизнеса какие, а хороший, стабильный, нормальный договор аренды со всеми вытекающими последствиями для вас будет еще одним положительным моментом в вашем бизнесе. То есть сторона договора имеет право устанавливающие документы, вы берете хорошую недвижимость в аренду, все чисто, все хорошо, и тем самым вы себя спасаете от каких-то негативных ситуаций. Печать, про печать мы говорили, подписывающая сторона с вами договор также должна иметь печать, и эта печать должна быть хорошо читаема и в согласии с правоустанавливающими документами. Ну вот в целом, пожалуй, все, что я хотела закончить. Это есть еще очень много всяких деталей, которые необходимо обсуждать при договоре аренды, но это если кому-то нужно будет, если кому-то это будет интересно, мы всегда готовы ответить на этот вопрос. Pokušavamo da pričamo na srpskom opet. Завершавamo тему нашего уговора закупу. В предходной эмиссии мы pričali о уговору закупа, pričali о другой стране, koja подписывает, koja вам нудит svoj prostor, kakve obaveze ona imaju. Prva, najbitna, najglavna obaveza da on imaju celu dokumentaciju u redu, da on imaju prava vam nuditi tu nekretninu. I druga stvar, ta nekretnina stoji u poslovnom prostoru. Не за живот та nekretnina, а именно за poslovni prostor. Может быть и за живот, ali там другие условия. И третья стvar, печать, koja ставится, treba biti čitana i u согласии sa документацией, koju ima taj čovjek ili ta organizacija koja vam nudi ovaj poslovni prostor. Pa to i все. Sve ja mislim kratko. Ako nešto detaljno, bolje detaljno, naravno ima puno detalji, ima puno svakih stvari koje treba da znate, ali ako imate neki interes to mi smo spremni za odgovor. Ali генерально я mislim da sve smo ispričali na tu temu. Sljedeći уже корак možemo da uradimo zabavku.